Это новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Сбербанк запустил для своих клиентов сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые. Перевод можно совершать по номеру телефона или номеру карты. При этом средства поступают на дебетовый счет мгновенно. За услугу взимается комиссия, вне зависимости от региона, 3% от переведенной суммы, но не менее 390 рублей. С 25 июня переводить деньги можно в веб-версии Сбербанк онлайн. Позднее функционал станет доступен и пользователям мобильного приложения. Правительство России подготовило законопроект, повышающий критерии нуждаемости семей с 1,5 до 2 прожиточных минимумов. По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, пособие ежемесячно будет составлять более 10 тысяч рублей за одного ребенка. Сейчас сумма выплат составляет 50 рублей. Также Медведев напомнил, что компенсации трудоспособным неработающим родителям, которые ухаживают за детьми-инвалидами, увеличится в 2 раза. Правительство отказалось от ручного управления ценами на бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. Соответствующее соглашение с нефтяниками, истекающее 1 июля, решено не продлевать. Решение было принято на совещании у первого вице-премьера Антона Силуанова с нефтяниками. Стороны договорились устно, что рост цен на мелкооптовом рынке и на автозаправочных станциях не будет превышать инфляцию. В правительстве верят, что стабильность цен обеспечит корректировка налогового маневра. По прогнозам экспертов, острота вопроса сохранится, и автомобильное топливо, по крайней мере на независимых АЗС, будет продолжать дорожать. Более 11 триллионов рублей предполагается направить на реализацию мероприятий разрабатываемой национальной программы развития Дальневосточного федерального округа в 2020-2025 годах. При этом из федерального бюджета планируется вложить почти 2,3 триллиона рублей, сообщает Минвостокразвития России. Как пояснили в пресс-службе министерства, предполагается, что около 8,4 триллиона рублей поступят из внебюджетных источников. Еще почти 260 миллиардов рублей составят средства бюджетов субъектов России. На еще 90 миллиардов рублей вложат в небюджетные фонды. Программа развития Дальнего Востока должна быть утверждена в сентябре. Ее проект предусматривает повышение качества жизни в макрорегионе до уровня выше среднероссийского. Задолженность за ЖКХ с истекшим сроком исковой давности предложили признать безнадежной к взысканию. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Как отмечается в пояснительной записке, исковой срок в российской судебной практике 3 года. Однако управляющие компании продолжают требовать задолженности после этого срока. Новые поправки должны лишить их такой возможности. Как заявил один из авторов законопроекта, сохранение в платежных документах по оплате услуг ЖКХ незаконной и необоснованной задолженности и пени ущемляет гражданские права. Также отмечается, что люди из-за просроченных выплат не всегда могут получать субсидии и испытывают трудности с продажей недвижимости. Ранее в июне премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее необоснованное увеличение цен на жилищно-коммунальные услуги. Тем временем с 1 июля текущего года квартплата для якутян снова вырастет. Как заверила председатель Госкомитета по ценовой политике республики Антонина Винокурова, в совокупности повышение не должно превысить 4,8%. Темп роста на коммуналку в среднем по республике составит 2,4%, на максимальный индекс роста оплаты для отдельных домов 4,8%. По словам Винокуровой, чувствительная разница обусловлена тем, что виды благоустройства и набор коммунальных услуг у каждого домохозяйства свои, соответственно, как и тарифы на каждый вид услуг. Отмечается, что только тарифы на твердые коммунальные отходы, утвержденные с 1 января, останутся прежними до 1 июля 2020 года. Правительство России выделит 4,1 миллиарда рублей бюджетных инвестиций якутскому предприятию «Жатайская судоверфь» в 2019-2021 годах на модернизацию и развитие мощностей по созданию современного речного флота для грузоперевозок в Ленском бассейне и арктической зоне России. Соответствующее постановление премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал накануне. Деньги будут выделены в виде взноса России в уставный капитал компании. Общая стоимость модернизации судостроительных мощностей оценивается в 5,75 миллиарда рублей. Из них 750 миллионов рублей судоверфь уже инвестировала в 2016-2018 годах из собственных источников.
На этом пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.